Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Gün günden». Сегодня в нашей передаче мы поговорим о проектах, которые реализуются в Камрадском государственном университете. И сегодня университет выиграл новый очередной проект «Upgrade», который поможет университету продвигаться в плане трудоустройства наших же выпускников. И об этом мы сегодня поговорим с доктором-доцентом университета Татьяной Ивановной Раковчиной. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Добрый день. Ивановна, мы знаем, что университет реализует очень много проектов. Это и проект Erasmus, и ряд других проектов, которые финансируются европейскими фондами. И также сотрудничает университет и с различными университетами Европы. Как продвигается эта работа, на каком уровне? Добрый день. Хочу отметить, что Камрадский государственный университет участвует во многих европейских проектах, как вы уже сказали, Erasmus+. И хочу сказать, что я являюсь уже координатором 4-го проекта, но мы вместе с командой университета реализуем уже 5-й проект, то, что я координирую. Первый проект это был Elevate по интернационализации Камрадского государственного университета. Второй проект у нас был Компас по непрерывному образованию. Третий проект у нас был Q40 по качеству образования. И сегодня у нас проект, который стартовал открытие проекта, называется Upgrade, то есть отслеживание трудоустройства студентов Камрадского государственного университета. Татьяна Ивановна, я так поняла сегодня по тому семинару, который сегодня был, что этот проект даст возможность нам понять, окончив университет, наши студенты, в какое предприятие поступили на работу, да, сколько там работает. Да, будет обслеживаться после окончания, куда будут трудоустроены наши студенты, потому что студенты на протяжении всего обучения в Камрадском государственном университете, естественно, что у нас заложены в программе виды практик, и у нас все факультеты имеют заключенные договора с базами практик. Если это взять экономический факультет, то заключены договора с предпринимателями, с бизнесом. Если это аграрный факультет, естественно, с аграрным сектором. Факультет национальной культуры, конечно, у нас студенты проходят практику в школах, в детских садах и заключены договора с базами практик. Также юридический факультет имеет заключенные договора с базами практик. И естественно, что мы имеем подписаны договора с базами практик, а в рамках сегодняшнего данного проекта мы будем отслеживать, как они по завершению, как они трудоустроены, наши студенты, и где они трудоустроены по завершению Камрадского государственного университета. Но я так поняла, что в рамках проекта университет тоже должен провести огромную работу. Да, естественно, вы, как было видно сегодня, будет очень много работы на протяжении этих 3 лет. Конечно, будет разработано и положение, будет разработана и база данных, где будут введены идентификационные номера наших выпускников, чтобы мы могли отслеживать, допустим, если это факультет национальной культуры, то есть по завершению, где они трудоустроены, экономический факультет, где они трудоустроены, аграрный факультет. И будет разработана база данных, которая будет помогать нам отслеживать трудоустройство наших студентов. Ну, судя по сегодняшнему высказанному, я так понимаю, что эта программа нацелена и на то, чтобы немножко остановить миграцию молодежи за границу, правильно? Да. Потому что зачастую молодежь, окончив университет, не найдя работу, уезжает на заработки и работает не по специальности иногда. Поэтому это, наверное, направлено на то, чтобы мы, как бы вы, как со своей стороны университет, помогали им уже даже еще не выпустившись из университета, найти потенциальную работу. Так получается? Так получается. Я думаю, что в рамках этого проекта будет проведено очень много семинаров, круглых столов с нашими студентами, независимо с какого они факультета. Немножко ввести в курс профориентации, то есть чтобы они знали, какая специальность, что из себя представляет. Потому что, знаете, вот есть многие студенты, они вот приходят учиться, но они не знают вот на выходе, каким специалистом они будут. Ладно, учителя не знают, учитель начальный класс, но я имею в виду и юристы, экономисты, более детально. Поэтому я думаю, что наша команда разработает планы мероприятий по работе со студентами по карьерному росту. Я так понимаю, у нас в университете есть и центр карьерного роста, центр профориентации, и по этому проекту подразумевается, что вы будете расширять границы этих центров, так как поняла, что в Кагульском университете его нету, его нужно будет с нуля создавать, а вы уже будете по этому проекту его расширять. Да, конечно,
мы, наверное, счастливее, чем Когульский университет, так как у нас уже есть Центр карьерного роста. Он работает на протяжении многих лет. Но, естественно, что предстоит еще очень много работы, потому что, как видели сегодня, наши коллеги выступали, те, которые были в Валенсии, делились впечатлениями по Центру карьерного роста в университете Валенсии. Конечно, нам очень много еще нужно работать, чтобы достичь тех успехов, которые проводятся в европейских университетах. И в рамках проекта было, что мы будем стараться внедрять опыт работы европейских университетов в нашем университете, не только в нашем университете, но и в университетах Республики Молдова. Я так понимаю, в этом проекте 11 партнеров. Это кроме европейских партнеров, у нас партнеры и наше Министерство образования и исследований, и экономический университет, и ряд других. Надеюсь, наверное, что вот такое совместное партнерство даст толчок и нашему университету, как вы сказали, консорциуме, создать консорциуме идти вперед. Да. Ну, как вы уже видели, в этом проекте у нас 11 партнеров. Конечно, очень много, больше партнеров вузов Республики Молдова. Как мы и говорили, это экономическая академия, потому что экономическая академия не является национальными координаторами, которые написали этот проект. И спасибо им, что они взяли нас, включили нас как партнеров в этот проект. Конечно, в этом проекте также будет участвовать педагогический университет Йоан Крянге, государственный университет, Когульский университет Петричевку Хаждел. Как вы уже и сказали, Министерство образования. Я думаю, что вот в таком консорциуме будет проделана очень большая работа и будут видны очень хорошие результаты по центрам карьерного роста высших учебных заведений Республики Молдова. Вот сегодня ваша коллега рассказывала про Валенсию, и мы там увидели, что они сотрудничают с фондами. У них есть собственный фонд, да, который туда входят крупнейшие предприятия того города, где находится, наверное, университет. И по окончанию у студентов есть выбор, куда идти на работу. У нас какая работа проводится? Сотрудничаете ли с предприятиями? Есть ли у нас в университете база таких предприятий? Ну, как я ранее говорила, да, у нас есть базы предприятий, где проходят наши студенты практики, но, наверное, мы не в том масштабе сотрудничаем с ними, вот как это было на опыте Валенсии. Я думаю, что есть над чем поработать, привлекать, естественно, что наших предпринимателей, частный бизнес, для того, чтобы студентов помочь им, потому что после окончания многие из них, они не трудоустроены, кроме факультета национальной культуры, это будет им как помощь. Вот такое сотрудничество. И вы видели, что на опыте Валенсии университет сотрудничает очень много фондов. И я думаю, что наше Министерство образования тоже поработает над этим для того, чтобы, как мы эту всю работу делаем, но она не финансируется. Я думаю, что будет создан какой-то фонд для финансирования центров карьерного роста во всех учебных заведениях. Я так поняла, что в рамках проекта вы должны будете отслеживать и тех студентов, которые приезжают к нам учиться из других стран. Как сейчас работа ведется с ними? Они уезжают обратно к себе на родину или все-таки есть те, которые остаются у нас здесь работать? Ну, у нас в основном учатся студенты из Республики Турции, то есть большинство учатся из Республики Турции. У нас есть очень мало студентов, которые учатся из Украины. Ну и пару человек, наверное, из России. Да, наши студенты, которые учатся из Республики Турция, они уезжают, естественно, что в Турцию. А те, которые на Украину, тоже уезжают по месту жительства. Вот, честно, я не могу здесь сказать, потому что я не занимаюсь центром карьерного роста, но я так думаю, что не отслеживается вот эта динамика студентов и студентов-выпускников, которые заканчивают Камрадский государственный университет, то есть где они там работают в Турции. Я думаю, что вот этот проект нам поможет отслеживать. Вот как Алла Петровна говорила, в Валенсии, там по идентификационному номеру они определяют, что он закончил, где он трудоустроен и какова его заработная плата. Вот в плане практики, как у вас проходит? Есть ли, идут ли наши предприятия на контакт с университетом? Активно ли предлагают свои предприятия для того, чтобы проходили студенты практику? Ну, я знаю, что многие наши студенты проходят практику, вот, допустим, на винзаводах. И, естественно, что
Там, где есть винзаводы, они принимают наших студентов. Но если взять вот в динамике, в сравнении прошлых лет, у нас, естественно, что было очень много баз, где проходили студенты. Но вы увидите, что сегодня очень много предприятий, которые и закрылись. И наши студенты, может, они и хотели бы проходить практику, но у них нет такой возможности проходить практику на том или ином предприятии. Поэтому тоже будет вестись работа и центром, и самой командой и проекта Upgrade. Я думаю, что все вот эти нюансы мы постараемся за вот эти 3 года в рамках проекта разработать и внедрить Центр карьерного роста в Камрадском университете. Система на проект разработан на 3 года. У вас есть в университете очень много проектов. По окончанию проекта, что дальше, проводится ли какая-то работа? Потому что в течение 3 года мы знаем, что все проекты в положенный срок финансируются. Дальше что? Ну, вот все проекты, которые я перечислила, Elevate, Компас, Q40, сегодня Upgrade. Естественно, что вся информация по проектам, вся проделанная работа, она у нас на сайте университета. Есть у нас странички, проекты, международная деятельность. Но это не говорит о том, что если проект закончился, мы уже не работаем. Вот если взять Elevate по интернационализации, естественно, что были разработаны стратегии положения по интернационализации. Мы стараемся работать над этим, то есть привлекать студентов-иностранцев, чтобы мы могли быть конкурентоспособными с европейскими университетами. Также и по непрерывному образованию, который был проект «Компас». Также проект уже закончился, но тем не менее у нас Центр непрерывного образования работает, проводятся курсы, и курс повышения квалификации, курсы переквалификации, и Центр, проект Q40 по качеству образования. Также у нас проект буквально заканчивается 1-2 мая, но это не говорит о том, что мы на этом остановимся. Естественно, что качество у нас должно быть впереди всего. Поэтому проект также дальше будет продолжать работать. Это не говорит о том, что вот проект закончился, и мы дальше не возвращаемся к этому проекту. И я вам хочу сказать, что все проекты, они идут вот поэтапно. Вы видите, интернационализация, непрерывное образование, качество, сейчас отслеживание и трудоустройство наших студентов. Вот они идут все как-то поэтапно один за другим. Перекликаются? Нет, они не перекликаются, просто они вот идут, то есть по востребованности, да. Вот скажите, насколько вот этот новый проект востребован в нашем университете и по итогу, что получит университет? Ну, я думаю, что университет в этом проекте Upgrade, как мы уже говорили много раз, он будет отслеживать, как трудоустроены наши студенты, потому что это будет база данных. Будет база данных. Это очень важно и для прохождения аккредитации, потому что это один из важных моментов при прохождении аккредитации. Потому что если у нас мы не показываем, где трудоустроены наши студенты, получается, что как бы мы выпустили, а развития дальше нету. Это будет как одно подспорье для прохождения аккредитации и для отслеживания. Ну вот, к примеру, допустим, если в 1 год выпустило 60 студентов с какой-то специальности, трудоустроено только 10. Ну, мы в этой базе показали, что трудоустроено только 10. Дальше что будет делать университет? Наверное, я думаю, что Центр карьерного роста университета, увидев вот эту динамику, я думаю, что им будет поле для работы. Да, они будут, я не знаю, критерии, разрабатывать какие-то приемы, что делать для того, чтобы наши студенты могли быть все трудоустроены. То есть, я не знаю, наверное, университет, и не только университет, но и в целом Министерство образования Республики Молдова, мы должны задуматься, какие специальности, какие профессии сегодня нам нужны на рынке труда. От этого и будут исходить наши студенты, будут трудоустроены или не будут. Ну вот было сказано, что самый трудоустраемый у нас факультет это национальная культура. Но это потому, что у нас и то нехватка преподавателей, да, культурных работников, поэтому... И воспитателей детских садов, да. И не всегда студенты, которые выпустились, идут на эту профессию почему-то, да, хотя государство и стимулирует. Да, сегодня государство стимулирует, это было 3 года по 120 тысяч лет, сегодня уже повысилось 5 лет по 120, но и тем не менее... Наши выпускники не хотят идти на педагогические специальности, потому что они мотивируют тем, что сегодня очень тяжело работать с детьми. Но если мы вот эту тенденцию не будем развивать и уплотнять, то у нас в будущем просто школы и детские сады останутся без учителей. Сегодня, да, мы отслеживаем их карьерный рост,
как они трудоустроены, потому что они у нас идут по направлениям. То есть есть заявка управления образования отправляет заявку в Министерство образования, мы уже получаем целенаправленно, что вот, допустим, Камрадские лицеи, необходимо там 2 учителя по румынскому языку, там 1 учитель по английскому и так далее. Вот сказали английский, румынский, но у нас нехватка есть учителей русского языка, литературы, математики. Ну, математика еще в университете есть. Физика, информатика, биология. Как в этом плане? Ну вот, как я говорила, что мы должны немножко изучить рынок труда, какие специальности нам необходимы. Если у нас есть нехватка тех или иных учителей, преподавателей, мы должны разработать новые учебные планы. Ну и опять-таки, это не говорит о том, что у нас есть планы, которые прошли авторизацию, но опять-таки дети не идут на эти специальности. Они не идут просто. Вот я лично преподаватель факультета национальной культуры, специальность русский язык, английский язык. У нас очень мало детей. И, понимаете, это будет катастрофа, потому что через 2-3 года у нас учителей русского языка не будет. Потому что у нас сегодня работают все, кому за 70. А завтра, послезавтра некому пойти их заменить. Это очень большая проблема, это очень печально. Это, наверное, не только в нашем университете, это, наверное, в целом в Молдове печально с педагогическими специальностями. Что в этом плане нужно делать? Вот сегодня ваша коллега сказала тоже, что нужно информировать, проводить встречи с выпускниками лицеистов. В принципе, это и делает. Ну, я хочу сказать, что Камрадский университет очень большую работу проводит профориентационной работе, потому что вот буквально сейчас уже 2 недели, как наши коллеги все выезжают по школам, как в регионе, так и за пределами региона. Естественно, что буклеты раздают, говорят о университете, о статусе университета, место университета в рейтинге всех вузов Республики Молдова, и не только Республики Молдова, но тем не менее то есть выпускники выбирают те профессии, которые более прибыльные. Хотя, я не знаю, есть многие студенты, которые заканчивают другие факультеты. Я не хочу как обидеть никого из наших коллег, но они просто сегодня не трудоустроены. Диплом есть, но они не трудоустроены. Уезжают, просто говорят. Да, многие дети уезжают, эмигрируют. Общаясь с молодежью, многие говорят, сопоставить зарплату, которую я там получаю, и здесь 2 большие разницы. Но когда говоришь, ну ты там работаешь на стройке, на каком-то предприятии по упаковке, а тут ты выучился на экономиста, и ты в офисе. Но говорит, я лучше поработаю физически, но я получу, и придя, достойную заработную куплю плату. Что-нибудь, да. Ну, наверное, это должна уже быть государственная какая-то программа поддержки. Государственная программа, поддержку, наверное, я не знаю, если мы уже интегрируемся в европейское пространство, и европейское сообщество, наверное, у нас должны быть и европейские зарплаты, не только у студентов других, ну, я имею в виду, все специальности должны, конечно, начиная от учителей, заканчивая самыми такими строители, электрики и так далее. Это, наверное, уже должна быть программа страны. Светлана, я знаю, что у вас есть и обмен студентами, наши студенты выезжают в разные страны. Как ведется эта работа? И вот в рамках этого проекта, я так поняла, там и Латвия, и Испания, и другие страны задействованы, да? И будет ли тоже в рамках этой программы какие-то семинары проводить, выезжать с коллегами, изучать опыт других вузов? Вот хочу сказать, что помимо проектов К2, о котором мы сейчас говорили, апгрейд, который сегодня, помимо этого наш Камрадский университет очень активно участвует в программах Erasmus+, то есть программах обмена. И у нас на сайте тоже так отслеживается информация, объявления в новостях, что вот, допустим, там у нас есть много заключенных договоров с нашими партнерами, это Турция, Болгария, Латвия, Португалия и так далее. Есть информация вся в доступном формате для наших студентов, чтобы они могли участвовать. Там объявление, допустим, там объявляется программа обмена для отъезда на 1 семестр, я имею в виду для студентов. Студенты имеют возможность побыть 1 семестр. Обучиться-то. Да, обучиться 1 семестр. Естественно, что они ничего не теряют, потому что наши программы, их программы мы стараемся как бы адаптировать к другому университету. То есть, когда они возвращаются, у них нет никаких проблем, даже если они какой-то экзамен не сдали там. То есть, по нашей программе, то он может иметь возможность, но это дает возможность им плюс кредиты к ихнему обучению 4 года. И плюс оно дает им подспорье, что немножко финансово тоже им помогает.
потому что сегодня стипендия, если едешь по обмену, от 750 до 800 евро в месяц. Это очень хорошее подспорье. Также есть программа обмена и для наших staff-cost, то есть для наших преподавателей, которые тоже участвуют в программе мобильности, уезжают на неделю, и они там преподают. Если это администрация, то это обмен опытом. Да. Это, конечно, тоже очень хорошее подспорье для наших студентов. И наши коллеги, которые сегодня ездят с профориентацией по всем школам, они об этом говорят, что очень много возможностей у выпускников наших сегодняшних лицеев для того, чтобы поступили в Камрадский государственный университет, и после окончания они смогут себя реализовать успешно. Татьяна, скажите, а был случай, когда уезжал студент и не хотел, допустим, как бы оставался там учиться? Или... Но в любом случае наши студенты, которые едут по программе мобильности, они едут, они там бывает один семестр, и после окончания они обязательно должны вернуться в университет. Уже после окончания университета есть такие, которые уезжают. Потому что там, естественно, что они... По программе мобильности там очень много студентов из разных стран, из разных университетов. Естественно, что они обмениваются телефонами, координатами, и после этого у них тоже очень много возможностей. И такой вот вопрос: скоро, да, окончание учебного года, и начнется опять у вас набор студентов, да. Мы надеемся, что на национальный факультет все-таки придут студенты, да, потому что сегодня без, как вы сказали, без преподавателей, без воспитателей мы не сможем воспитать наших будущих наших детей, да, потому что во многих странах знаю, что учитель относится вообще с большим уважением. С большим уважением. Да. Я недавно читала в Японии, человек рассказывал, что поехал к другу, и я зашел, он сам учитель, зашел в метро, и даже 70-летний старичок встал и поклонился. И я сказал, как говорит, ему: сядьте, пожалуйста. Он говорит: нет, у нас учителю это особый почет. Надеюсь, что у нас в стране тоже наша молодежь поймет, что сегодня от того, как будет взаимодействие педагога и ученика, и студента, будет зависеть его будущее, наверное. Ну, наверное, как мы уже говорили, еще раз, это должна быть специальная программа разработана, потому что я помню, когда я закончила университет, когда я закончила школу, и по сей день, если я еду в Кишинев, встречаюсь с моими преподавателями, естественно, что для меня это как прискорбно, чтобы я не поздоровалась или я чтобы не остановилась. Но сегодня, к сожалению, очень многие дети, выпускники наших лицеев, выпускники нашего университета, колледжей, вот они закончили учебное заведение, и они забывают про своих учителей. Естественно, что я рекомендовала бы, чтобы они не забывали, потому что если бы не учителя в их жизни, то они бы не были бы никем. Я имею в виду для учеников, которые заканчивают сегодня лицей. И, конечно, в завершении нашей программы я бы хотела пригласить наших выпускников лицеев, чтобы они все-таки выбрали Камрадский государственный университет, потому что у нас очень много возможностей, очень много специальностей, на которые они могли поступить, закончить и, конечно, трудоустроиться. Да, и я тоже хочу к завершению программы сказать, что надеюсь, что проект, который сегодня реализоваться будет в университете в течение 3 лет, он будет не последний. И с помощью этого проекта вы сможете не только отследить, куда поступают на работу наши студенты, выпускники, но и помочь им найти это рабочее место и с достойной зарплатой, которая их и устроит. То, что касается Дорогие телезрители, хочу сказать, что наша передача подошла к концу. Она, надеюсь, была очень интересной. И мы беседовали сегодня с доктором-доцентом Татьяной Ивановной Раковчиной. И до новых встреч!